Сэм Байнану Худут. Здравствуйте, друзья. Сегодня хочу поговорить о вообще в принципе самой независимости, потому что, понимаете, есть количество определенных людей, которые, в отличие от большинства нашего народа, эту тему для себя приняли, осознали и, конечно же, ждут и готовятся к обретению независимости Бурятии. Но не надо забывать, что, к сожалению, помимо вот таких вот осознанных бурят и вообще всех других народов, есть большая доля, большой процент людей, которые пока об этом, наверняка всерьез не думали, не рассматривали будущее в независимом государстве. И смотрите, как бы мы ни хотели, да, вот наша группа, получается, определенный процент людей, но без одобрения, лояльности большего процента населения независимость обрести нам будет, очень сложно, да, так скажем, если быть реалистами. Поэтому мне просто задают вопросы по поводу того, что как быть, когда начнутся эти процессы, будут выключать интернет и так далее. То есть какие-то технические моменты. Смотрите, давайте сегодня об этом поговорим подробнее, потому что техническая сторона никакого по большому счету значения не имеет. Смотрите, что я имею в виду. Вот для примера возьмем какую-нибудь плотину, да, большую, которая удерживает большое количество воды. Если, таким же образом можно сравнить наш оккупированный народ, который находится в таком сдерживании, который всеми усилиями, да, вот эти оккупанты нас сдерживают. Но смотрите, если хотя бы какая-то маленькая дырочка в этой плотине появится, да, и что будет происходить? Вы все понимаете, да, о чем я говорю. Вода себе место найдет, да, как говорится. Понятное дело, что каким-то образом плотины как регулируют? Сбрасывают какое-то количество воды, да, как сейчас можно сказать, определенное количество наших бурят, других народов, вообще я про все республики говорю, уезжает за границу, да, то есть вот этот вот, можно сказать, протестный, недовольный потенциал, он уезжает, к сожалению. Но на то есть причины, и об этом чуть позже тоже поговорим. Но тем не менее, если такая дырочка уже образовалась, то со временем эта дырочка будет только расширяться, и это происходит с такой геометрической, да, скоростью. То есть дырка все больше и больше расширяется, пока вся плотина не рухнет. Вот про что я хочу сказать. То есть на данный момент, несомненно, раз у меня в голове эта мысль появилась, у сторонников, так скажем, независимости, обретения собственного государства, раз эта мысль уже появилась, то это означает, что плотина уже прорвана. Эта дырочка маленькая, она уже существует. То есть процесс уже на самом деле начался. И это вообще, знаете, вот к тем людям, которые сейчас будут смотреть, возможно, в первый раз, или какие-то, знаете, вот люди, может быть, даже и не боты, но которые верят в всякие заговоры и так далее. Смотрите, вся эта история с геополитикой, со всеми там делами, все это на самом деле, мое такое мнение, я просто в этом убеждаюсь, что на самом деле вообще такого ничего нет. Всегда, получается, люди действуют в тех обстоятельствах и ситуациях, которые образовались и на которые необходимо реагировать. Но есть, конечно, определенная какая-то задача, да, стратегическая. Допустим, смотрите, у России какая задача по отношению к оккупированным народам? У них одна простая задача – всеми силами дальше удерживать эти
захваченные, покоренные народы, промывать им мозги своей какой-то пропагандой о том, что вот все хотят захватить мир и так далее. Хотя по факту они являются сами оккупантами, которые захватили наши территории, наши земли, удерживают нас силком в этой так называемой федерации, хотя по сути это унитарное государство, внушает нам свою пропаганду. И что они делают тем временем? Они под видом того, что они строили когда-то, якобы строили, да, социальное государство, типа при Советском Союзе, или якобы защищали нас от кого-то, да, при Российской империи, хотя на самом деле они и есть самые настоящие оккупанты, которые вот непосредственно они пришли и убивали, и уничтожали нас, и устраивали депортации и так далее. То есть вот эти люди всеми силами, конечно, хотят свои оккупированные территории удержать любыми силами и дальше наши территории грабить. Мне кажется, что для всех бурят, до всех других народов эта простая идея должна дойти. То есть, как может такое быть, что оккупанты пришли на твою территорию, на твою землю, чтобы строить, сперва захватили, убили, устраивали геноциды, депортации, лишают тебя языка, культуры, и потом говорят: а мы строим для вас лучшее будущее, мы строим для вас социальное государство. Вот поэтому идите и убивайте украинцев, да? В чем здесь вообще логика? Здесь никакой не может быть логики, никакой не может быть правды, никакой не может быть выгоды для всех наших народов. Какая может быть вообще выгода саха, бурятам, вообще всем остальным народам в том, чтобы быть оккупированными и вот, знаете, слушать всю эту пропаганду про то, что якобы какое-то социальное государство строится? Ну, конечно, этого не может быть. И поэтому одна из вообще самых главных задач-то какая? Вообще самая главная задача – просто вот большему количеству людей сообщить об этом. И там уже, ну то есть сообщить, и чтобы эти люди поняли, что наш путь единственный, путь к независимости. Больше других вариантов нет. Это просто надо себе зарубить на носу. Хочешь выжить – борись за независимость. А затем, кто придет, будут ли они отключать интернет, будут ли они вводить войска, все равно это не значит ничего на самом деле. Смотрите, почему. Если большая часть населения будет за независимость, будет понимать, что они живут, то есть осознают это, поймут наконец-то, что они живут в оккупации, что необходимо бороться за свою собственную независимость, построение своего государства, то они, поверьте, они найдут все инструменты противодействия, борьбы. То есть, вот смотрите, ну, как мне говорили, в странах Балтии как действовали, ну и, наверное, в других странах. Используя просто свой собственный язык. Приходит оккупант к тебе в магазин или еще куда-то, да, и ты говоришь с ним, вот как в Казахстане сейчас, заметьте, да, многие просыпаются самосознание, но этому способствовало, конечно, 30 лет независимости, да, больше 30 лет. И они сейчас активно борются за свой собственный язык. Это что значит? Это сохранение твоей идентичности. То есть, когда мы дойдем до того, что мы должны сберегать свою идентичность, развивать, сохранять ее, быть, наконец-то, своим народом, а не каким-то там рабом, да, вот этой вот России, тогда инструменты сопротивления, они сами собой найдутся. Все тогда будут понимать, все буряты негласно, да, что мы все едины, что мы боремся против оккупации, и это все будет проявляться. Это невозможно будет сдержать. Весь народ невозможно будет удерживать в этом. Просто надо, чтобы наш, к сожалению, забитый на данный момент темный народ, он до этого дошел. Просто чтобы они наконец-то начали думать. Потому что главная задача вообще вот этой вот русско имперской оккупации состоит в том, чтобы мы просто не думали вообще ни о чем. То есть не было никаких мыслительных процессов. Они очень долго тренировались и все это внедряли на своем собственном народе. Они добились этого. Они действительно, многие верят в то, что они как будто бы какое-то социальное государство строят
плодя всякие гулаги и так далее, да, они в это действительно верят, думая, что другого варианта просто нет. Ну ладно, нам то, что думают русские, по большому счету, то, что они хотят в это верить, что вот они там социальное государство, что они там всем строят что-то лучшее, нам в это, конечно, верить просто крайне глупо. И более того, это опасно вообще на самом-то деле. Нам надо понять, что мы вообще отдельный народ, мы просто попали на данный момент в оккупацию, и наша единственная задача избавиться от рабского ошейника, да, на котором нас держит вот эта вот Российская Федерация, так называемая. Хотя это никакая не федерация, это просто унитарное обычное государство и все, фашистское. И смотрите, поэтому вот это вот отключение интернета или еще что-то, это все вообще никакого вообще значения не будет иметь, если народ будет все понимать и осознавать и стремиться к независимости. Это все вообще какая-то ерунда на самом-то деле. Это просто, знаете, самого себя запугивать раньше времени. Сперва надо добиться того, что независимость это станет просто мейнстрим. То есть, когда вот таких вот блогеров, как я, допустим, станет просто очень большое количество, когда это все будет активно обсуждаться, хотя бы на кухнях, это уже как бы, когда многие будут говорить, а слушайте, а почему действительно вот так вот происходит? Почему мы должны жить так? Почему наш родственник, брат, там, не знаю, дядя уехал за границу, и почему он там не хочет возвращаться, почему он хочет там жить, почему он нас туда тянет? Почему вообще так происходит? Почему мы, живя у себя на своей родной земле, в своей республике, мы не можем жить достойно, хорошо? Почему мы лишены изучения собственного языка? Почему мы не можем называться гордо, да, своим собственным народом, там, бурядут, допустим, саха, другие народы? Почему мы этого всего лишены? Кто вообще причина в этом? В чем причина? А причина простая, причина в оккупации на самом деле. А не в том, что Запад хочет якобы там разворовать Россию, развалить. Все это вообще бред, все это взялось вообще в кабинетах КГБ, ФСБ и так далее. Это все простая манипуляция населением. Просто им внедряется, что вот якобы там готовят какой-то план Далласа. Это вообще из книги взято. Все там Мадлен Олбрайт что-то сказала, там Маргарет Тэтчер. Это вообще все просто вообще какие-то выдумки вообще. На самом деле ничего такого в реальности не было никогда. Не произнесено, не сказано. Это просто вот тупым этим оккупантам внедряется простая идея, почему их оккупация – это якобы благо для наших народов. А нашим народам внедряется, что вот вы оккупированы, и вы должны дальше терпеть это все. Хотя на самом деле никакого смысла в этом терпеже находиться в этой оккупации просто-напросто нет. Вот и все. И я просто один из тех, кто дошел до этой простой идеи и сейчас ее внедряю. Ни на какие там лавры или еще что-то я не претендую, я просто понимаю свою собственную, ну, какую-то, не знаю, большая, небольшая, это вообще на самом деле не важно, да, то есть если брать в масштабах всего народа, это как бы не так уж и много на самом деле. Потому что все, что будет, все те герои, которые сейчас еще пока их, как бы сказать, нет, они образуются потом, которые будут бороться за независимость и так далее. Просто такие люди, как я, нужны сейчас в этот исторический момент. Я не знаю, как это карма, не карма, что это вообще такое. Но мы вот, как сказать, как предвестники должны вот этого всего быть и все. То, что дальше будет, это вот совсем другая история. Просто надо все это внедрить, как сказать, ну я как-то неправильно, может, высказался. Разбудить просто надо, собственно, наш народ, чтобы они наконец-то поняли, кто мы, что мы, в каком мы сейчас положении и почему наши ребята должны умирать за русский мир. То есть, почему не должны наоборот? В чем вообще причина? Где здесь вообще какая-то логика хотя бы есть? Зачем надо было воевать в Афганистане? Зачем надо было воевать в Чечне, там, в Грузии, еще где-то? Зачем вообще это нужно всем нашим народам? Я вообще не понимаю. Бурятам, саха, тувинцам, калмыкам, вообще всем народам, татарам, башкирам. Это их
каким вообще боком касается война в Украине? Вообще никаким боком не касается. Ладно. И смотрите, обсудим немножко, я надеюсь, я объяснил, да, вот это вот свое видение, и я считаю, что оно верное. Следующий момент. Поговорим о тех, кто уехал, и те, кто возвращаться, собственно говоря, не собирается никуда. Почему-то это тоже так волнует людей, кто уехал в Южную Корею, в США, в какие-то другие страны, где, ну, естественно, жизнь легче, лучше, выше заработки. И уже тем народом, который боролся за свои права, за свои свободы, выстроено более социальное, да, социально справедливое государство, в котором, ну, как бы сказать, есть пора, когда надо работать, да, впахивать где-то там на поле, а есть пора, когда надо снимать урожай. Вот сейчас в этих государствах пришла пора снимать урожай, и он в виде социальных гарантий государства, высоких заработков, достойной жизни, он в этом выражается. Поэтому понятно, что многие люди не хотят проходить стадию никакого там построения государства, не хотят тратить свои годы на улучшение жизни в Бурятии, ну и в собственных республиках. Просто, можно сказать, приехать там, где уже все это сделано, и наслаждаться жизнью. Да? Ну, пускай они понимают, что они будут занимать не какие-то там, как сказать, высокое положение в обществе, они будут работать чернорабочими, но тем не менее, даже работая чернорабочим в Южной Корее, в США и в других развитых странах, ты все равно будешь намного лучше, у тебя будет уровень жизни, ты будешь намного больше зарабатывать, ну и вообще ты будешь достойно жить. В общем, так. Ну, то есть, в этих государствах, особенно в США, в принципе, и не бывает такого, что какой-то труд там, он считается, как сказать, там, ну, то есть, любой труд уважаем, да, в таких странах. Поэтому, что можем мы об этом сказать? Ну, во-первых, это личный выбор каждого человека. Как он видит себя, как он хочет жить и так далее. Будут ли они полезными для борьбы за независимость, я не могу однозначно сказать, потому что у них совершенно другая вообще задача в жизни. Их задача в жизни состоит в том, чтобы устроить самим себе комфортную жизнь. Да? Ну, если быть честными, да. Вот они не хотят ничего бороться, они просто хотят уехать там, где хорошо, и жить там, и все. Вот на этом как бы их вся миссия. То есть их устраивают заработки, походы там, не знаю, в кафе, еще куда-то, развлечения, тратить, зарабатывать и тратить деньги, наслаждаться жизнью, короче, которой у них не было там. Потому что, ну, понятное дело, чтобы там что-то зарабатывать, надо, как сказать, идти преступным путем, либо встраиваться в вертикаль власти, то есть там надо очень много испытывать тоже стресса, потому что там ты не личность, ты не ну, ты должен быть просто тупым исполнителем, это тоже много стресса, это коррупция и так далее. То есть, ну, честным путем на территории вот этой вот оккупированной всех наших республик, честным путем денег там не заработать, да, ну, постоянно все равно будешь в страхе в каком-то, в негативе жить, и, ну, сами понимаете, о чем я говорю. Поэтому они были лишены, вот эти люди, всего этого там, и сейчас они просто хотят жить и так далее. Как это все будет сочетаться с борьбой за независимость, я не понимаю. Но понятное дело, чтобы обеспечить себе дальнейшее нахождение в этих странах, им необходимы кейсы, им необходимо доказательство того, что они действительно, как сказать, ну, якобы борются за независимость и так далее. Ну, понятное дело. Короче, просто нужен кейс закрепиться там, и все. Больше другого ничего не надо. Таких, к сожалению, большинство. Ну, то есть они, как сказать, ну, даже так же и те, кто приезжает сюда, подают на Джелан. Верят ли они в то, что... То есть абсолютно не верят в то, что пишут в своих анкетах. Якобы они там за что-то боролись и так далее. Ну,
Наверное, сейчас более популярно стало, что их притесняют по нацпризнаку, поэтому они типа уехали и так далее. Хотя, опять-таки, доказательной базы, я так считаю, нету. Им необходимо, главное, какой-то вид на жительство получить и все, и закрепиться там. На что остается рассчитывать в работе с такими людьми, как я считаю? Ну, надеяться надо, наверное, на то, что когда-то у них самосознание проснется, они ощутят себя, свою связь с народом, который сейчас находится в оккупации, и они таким образом какую-то начнут посильную помощь оказывать, как сказать, движением за независимость. Ну и, может быть, присоединяться к борьбе. Но опять-таки, видите, мотивация разная. Мотивация борцов за независимость в том, чтобы действительно обрести независимость, вернуться в Бурятию, жить там и развивать свое собственное государство. Мотивация, давайте так скажем, по-честному, да, колбасной эмиграции, такой термин тоже закрепился, в том, чтобы устроить свою жизнь благополучно и жить уже в других государствах, в которых весь этот путь борьбы за собственные права, он уже пройден. Все, ну просто жить там и наслаждаться жизнью. Ну и может быть как бонус еще какой-то показать это всему обществу в Бурятии, что вот типа я такой красавчик, я что-то добился, а вот вы лохи там сидите, ничего не смогли, да. Хотя на самом деле это по большому счету не так. Потому что если будь мы все в равных, как сказать, возможностях, то, естественно, многие бы смогли устроиться на такую какую-то простую работу, получать больше денег и все, и также жить. То есть никого в Корее там, или в США, там, не знаю, какими-то материальными вещами не удивить, телефонами и так далее. То есть это просто вообще не считается, что это какой-то, что ты там достиг какого-то уровня. Ну, как там совсем другая, в общем-то, система ценностей, менталитет этих людей вряд ли мы сможем на самом деле когда-то понять. Это долго, наверное, надо времени понять. Да и вообще, наверное, надо просто родиться в этой стране, чтобы обладать менталитетом этой страны. Вот как-то так. Поэтому, что теперь делать? Ну, также опираться на тех людей, которые борются за независимость, что-то делают для нее, и расширять, получается, информационную базу для того, чтобы как можно больше людей наконец-то поняли, осознали и приняли идею о том, что независимость просто необходима, жизненно. Так дальше не может продолжаться. И еще я что думаю, да, наверное, такая одна из главных мыслей моих по поводу русского мира. Понимаете, мы находимся в оккупации, потому что подавлены и потому что приняли, к сожалению, эту, на какое-то время, по крайней мере, приняли эту концепцию того, что физически, к сожалению, нас задавили, да. То есть нас удерживают насильно. Когда у людей проснется идея о том, что несмотря на лишения, несмотря на там угрозы и так далее, необходимо бороться за независимость, несмотря на все какие-то лишения, тогда произойдет очень сильный сдвиг и в сознании, и вообще во всем движении. Пока люди просто, знаете, многие люди не готовы ни за что бороться, не готовы вообще не терять ничего. То есть даже где-то поставить лайк, там, поделиться или написать комментарий, для многих это уже что-то невозможное, потому что вот их там будут притеснять и так далее. И, конечно, смотрите, намного быстрее пойдет процесс тогда, когда хотим мы того или нет, но в Москве начнутся сильные изменения, когда уже откроется окно возможностей, когда хотят они того или нет, но они отменят все эти законы, когда мы сможем вернуться домой, когда уже не будет такого преследования, когда начнется на самом деле все самое интересное, да, так скажем. Ну ладно, я хочу немножко изучить тему таких заявлений о том, что в России скоро будет так же, как в Сирии, какие-то сделать выводы и по этому поводу тоже записать видео. Занухудут,
я заканчиваю запись этого видео. Скоро ее выложу. Эфир я продолжаю. Заны ходут байрла, подписка ты, комментарий башкты, лайки ты, зену ходут, дахинул затра, байрте.